Hürmetli Ради Фаритулы, hürmetli біздің ядусылар. 21-ci Буат ядусығы төбәкара форумын ұлғару инициативын хоплауғы дөсін Ради Фаритшедге зор рахмет, біз екінші күн үшлейбіз. Көптен күтілген бұл сара, өттәгіділі сәлемлейбіз, ұңышты бүгін күндер тілейбіз. Основной организатор мероприятия у нас Ради Фарич, Союз писателей Республики Башкортостан. Мы делаем этот проект совместно с Всемирным Курултаем Башкир. Для реализации этого проекта, который состоит из двух частей, это наш межрегиональный форум. У нас здесь есть гости из наших соседних субъектов, наши уважаемые писатели. Мы планируем также реализовать проект по переводу, по конкурсу переводов для наших писателей произведений на русский язык. Справочно скажу, что сегодня в нашем Союзе писателей числится 288 членов. Средний возраст в Союзе писателей 60 лет и преобладающий жанр сегодня поэзия. И вчера в члены Союза писателей Республики Башкортостан были приняты еще 10 человек, 2 из которых представляют регионы. Я предлагаю поприветствовать новых членов Союза писателей. Ежегодно издается порядка 40 наименований литературы, подготовленных писательским сообществом республики. Общее финансирование издательской деятельности на 2021 год составляет 89,7 миллионов рублей. Из них порядка 40% это художественная и научно-популярная литература. О своих проблемах, чаяниях, надеждах, Ради Фарич, я думаю, что сегодня писатели сами расскажут. Уважаемые коллеги, у вас есть сегодня возможность поделиться своими проектами, впечатлениями, своими надеждами. Будет возможность задать вопросы. Мы с вами работаем в этом зале до часу. В конце у нас коллективное фотографирование. И позвольте наш второй день форума начать. И начнем мы с приятного. Попросим главу Республики Башкортостан Ради Фарича Хабирова вручить государственные награды. Указами главы Республики Башкортостан награждены писатели, члены Союзов писателей Российской Федерации и Республики Башкортостан. Орденом Салавата Юлаева Аминев Амир Мухаметович, писатель. Аралбаев Хадим Абдулгалимович, народный поэт Башкортостана. Қадірлі қаламдаштарым, халқыма, башқұрт әдебиетіне хизмет етем, һәм қолымдан қалам түсіп кеткенсе хизмет етесекмен. Зур рахмет. Орденом Салавата Юлаева награждается Каримов Марат Набиевич, поэт. Присвоены почетные звания народный писатель Республики Башкортостан Салимову Марселю Шайнуровичу, писателю-сатирику, поэту, публицисту и общественному деятелю. Дорогие друзья, это, наверное, очень редкий случай, когда сатирика сам башлык награждает. Во всяком случае, не всегда так бывает. И хотя все говорят, что юмор любят, но юмор не все понимают. Вот для таких приходится мне писать сатиру. А сатирические произведения я пишу не от того,
что жизнь наша плоха, а для того, чтобы она стала еще лучше. Спасибо вам большое спасибо, что вы это оценили, что вы это видели. Успехов вам. И, как я уже написал на Фейсбуке, 4 часа ночи. Вдруг по Фейсбуку мне сообщение. А я там вижу, Владимир Владимирович Путин, а рядом сидит знакомый. Вы, конечно. И там я написал: с возвращением, Радий Фаритович. И написал вот такие слова. Еш хужаны құтлайық, ашанысын оқлайық. Юқлап қына йотмайық, олға табан отлайық. Прошу, олға табан. Почетное звание «Народный писатель Республики Башкортостан» присваивается Чванову Михаилу Андреевичу, писателю, прозаику, публицисту, общественному деятелю, историку, краеведу, вице-президенту Международного фонда славянской письменности и культуры, президенту Аксаковского фонда. Уважаемый Радий Фаритович, уважаемые коллеги, сначала, когда мне позвонили, я решил, что это розыгрыш. Серьезно к этому не отнесся, потому что это очень серьезно, это к новому обязывает. Я до сих пор разговор не обо мне, потому что народный писатель – это очень серьезно и очень серьезно. Разрешите мне несколько слов сказать на тему «Писатель и власть». Стукнуло мне 75 лет. Иду я себе на работу, и вдруг мне звонок, что Радий Фаритович меня приглашает на обед. Но обед получился деловой. Я набрался наглости и озвучил 2 важные даты. 100-летие со дня рождения выдающегося полярного исследователя Валериана Ивановича Альбанова, нашего земляка, поиском которого я посвятил свою жизнь, потому что неизвестно было, где он родился, когда родился, где умер. И вообще его имя было больше известно за рубежом. И 200-летие Григория Сергеевича Аксакова, первого финского гражданского губернатора, сына Сергея Тимофеевича Аксакова. Услышав от меня, что штурман Альбанов был прототипом штурмана Климова в «Двух капитанах Каверина», Радий Фаритович сказал, что девиз этой книги «Бороться, искать, найти, не сдаваться» был девизом моей юности, и что на нем воспитался несколько поколений советской молодежи. И что обязательно в Уфе будет музей Альбанова. При имени Григория Сергеевича Аксакова он сказал, что будет орден Григория Аксакова, будет памятник Григорию Сергеевичу Аксакову. И для меня эти слова были знаковыми, потому что я понял, что Радий Фаритович почувствовал нить государственного служения России, прерванную большевиками. Позавчера мы открыли памятник музею Валериану Ивановичу Альбанову. Это итог 40-летней моей работы. Почему-то я эту дату не озвучил при президенте Рахимове, хотя у меня с ним были прекрасные отношения, и он поддержал практически все мои инициативы, связанные с памятью Сергея Тимофеевича Аксакова. Почему-то я не озвучил ее при президенте Хамитове и озвучил при Радию Фаритовичу абсолютно уверен, почему-то абсолютно уверенный, что он поддержит меня. Как могут складываться отношения писателя и власти. Спасибо за внимание. Почетное звание «Народный поэт Республики Башкортостан» присваивается Палю Роберту Васильевичу, писателю, поэту, переводчику.
этом я и не сомневаюсь. Успехов вам. Я вас впервые вижу живым. Я очень за вас волнуюсь, особенно на первых порах. Сложно это, но ведь много делается, и это радует. Успехов вам, здоровья. Почетное звание «Народный поэт Республики Башкортостан» присваивается Шакурову Рашиту Закировичу, писателю, поэту, профессору. Уважаемый Радик Фаритович, огромное спасибо за высокую оценку творчества писателя. Я полон желания и впредь в меру своих сил и способностей верой и правдой служить родной литературе. Желаю всем своим собратьям по перу, всем участникам этого замечательного форума вдохновения, успехов, крепкого здоровья и долгих лет творческой жизни. Я счастлив, что нахожусь в одном строю с вами. Алга к новым свершениям во благо родного Башкортостана. Спасибо. Зур рахмет һеҙгә, Радик Фаритович, һәм тағы ла алҡышлайыҡ беҙҙең бөгөн дәүләт наградаларын алған. Бөтәгеҙҙе лә хөрмәтле яҙыусылар, ысын күңелдән ҡотлайбыҙ. Артабанда бергә республикабыҙҙы, илебеҙҙе, тыуған телдәребеҙҙе үҫтерәйек. Радик Фаритович, 2 көн дауамында баш ҡалабыҙ әҙәбиәт донъяһын көнүҙәк мәсьәләләре буйынса фекер алышыу майҙансығына әйләнде. 2 көн шундай бәхәс тәтеп әйтеренем бара, фекер алышыу бара. Һәм әлбиттә бөгөн беҙ кисә ошо һөйләшеүҙе башланыҡ. Бөгөн заман яҙыусылары улар кем? Әйҙәүселәрме? Йәки заманна булған үҙгәрештәр тураһында яҙыусылармы? Кем улар бөгөн? Әлбиттә улар үҙләренең фекер бөгөн әйтер. Ә хәҙер, Радик Фаритович, һүҙ һеҙгә. Орденом Дружбы народов награждается Мусин Нугуман Сулейманович, народный писатель Башкортостана. Хәйерле көн, хөрмәтле достар. Барыгызга ихлас тәбрикләйм. Сезнең белән күрешүмә бик шатман. Икенче яктан әзрәк куркып та торам инде. Добрый день, уважаемые друзья. Я действительно очень рад с вами встретиться. Знаете, вот я работаю где-то 2,5 года. И, конечно, мне хотелось с вами встретиться раньше. Я объясню почему. Но помните, первый год это вся суета, это пока входил в дела.
выборная кампания, а уже второй и третий год, вот мы с вами все вместе 1,5 года боремся с коронавирусной инфекцией, и, конечно, отнимает она и силы, и энергии, и немножко наши устремления направлены в другую сторону. Мы боремся, по сути, за жизни людей, чтобы остановить. Но, тем не менее, вот наша сегодня встреча, может быть, с опозданием, она состоялась. Я очень-очень благодарю вас, что вы пришли, поверили, наверное, что здесь будет интересно и что-то полезное, конечно, для литературы и для вас, уважаемые наши старшие товарищи. Я подготовил такое краткое выступление. Предлагаю, вот я хотел просто свои высказать мысли вслух и сделать вам какие-то предложения, а потом мы готовы вот в свободном таком режиме пообщаться. Вот какие у меня соображения? Вот вы знаете, я вот абсолютно уверен, что те планы, которые вот я для себя наметил в республике, я их планы, кстати, закрепил, они закреплены в день моей инаугурации в указе 310, и я четко прописал все, я честно все сделал. Вот какой будет республика, какой объем, какие зарплаты, что я построю и так далее, и так далее. В 2024 году я это сделал. И вот вы знаете, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Более того, некоторые показатели мы уже сейчас пересматриваем, потому что мы сделаем больше. Мы очень много построим жилья, мы построим очень много объектов, мы построим огромное количество дорог, которые никогда не строили столько дорог, мостов и так далее. То есть это все будет сделано. Но совершенно точно я знаю другое, что мосты-то мы построим, жилье мы построим, но в головах людей порядка, в сердцах людей мы не наведем. Не наведем без вас, не наведем без литературы, не наведем без духовного развития наших жителей. А ведь ситуация, она очень непростая. Мы с вами находимся и живем в такое очень сложное время, такое транзитное, что ли, время, или время переходное, когда одни ценности сменяются другими, когда это все происходит настолько стремительно. Но мы-то с вами, старшее поколение, имея вот эту прививку от качественной литературы, качественного образования, качественного нравственного воспитания, мы имеем эту прививку, и нас навряд ли поведет влево или вправо. Но у нас есть тысячи детей, и судьба которых нам непонятна, куда они пойдут, что у них в головах, и что с ними будут, какими они людьми будут, и как они будут после нас развивать нашу республику. Ситуация еще такова, что, с одной стороны, мы говорим о литературе, и литература становится разной. Есть вечная, есть классическая литература, которую всегда читали, всегда будут читать, всегда ее будут почитатели. Есть литература, которая, по сути, не назовешь таковой. Я очень смутно сомневаюсь, я небольшой специалист в литературе, но такого количества классиков, у нас тоже есть писатели, я имею в виду в России, в целом, в стране, в мире, но очень мне сложно сказать. Конечно, через какое-то время, по истечении, они тоже будут классиками, но будут ли они теми же классиками, которые мы привыкли считать классиками литературы. Поэтому возникает вопрос о самой литературе, какая она сейчас, такое непростое время должна быть. Ведь дело в том, что настоящая литература, по сути, а здесь, я уверен, абсолютно сидят представители настоящей литературы, настоящие писатели, которые несут доброе и вечное в наш народ, оно противостоит совсем другим тенденциям. Во-первых, вообще в целом роль литературы пытаются занизить, потому что молодежь все уходит в социальные сети, молодежь перестает вообще просто читать, она просто не читает. Вот это большая-большая проблема, надо обратить внимание. Мы-то еще читаем, мы всегда найдем время, мы ценим вот этот запах книги, мы понимаем что-то в литературе, мы можем сами распознать, что такое хорошая литература. Если сейчас пойти, я очень люблю ходить по книжным магазинам, но такое засилие идет, либо женские романы, либо детективы, либо романы здоровые, качественные или книги по еде, либо какие-то красивые другие вещи. А вот настоящее, то, о чем говорится о человеке, о его переживаниях, о героях, это очень-очень у нас хромает, на мой взгляд. И это большая проблема, и больше, наверное, мы хотели от вас получить, что для этого, что вы сделаете, а чем мы вам можем помочь, чтобы это состоялось. Главная и одна очень важная роль литературы – это сохранить память, передать традиции наших предков, передать нашу историю и так далее. Я вот, вы знаете, в этой связи
хотел сказать, что этот год ведь у нас год больших юбилеев. У нас юбилей Сергея Довлатова, у нас юбилей, сказано было уже, Аксакова, у нас юбилей Мифтахиддина Акмуллы. Я сегодня глубоко признателен и хотел сказать слова благодарности от всех уважаемому нашему Рашид Шакуру, который сделал столь много для того, чтобы знали о просветителе Мифтахиддине Акмулле, о его творчестве. Это вот просто человек занимается этим целенаправленно, и это очень важно, и мы будем поддерживать. Мы очень признательны Михаилу Андреевичу. Он сегодня об этом говорил. Это, по сути, его энтузиазм, 40 лет исканий, это его роман «Загадка штурмана Альбанова». И мы возвращаем нашим людям, нашим детям, подрастающим поколению наших героев, штурмана Альбанова. Яркий, интересный человек, по примерам которого можно жить. Поэтому это очень-очень на самом деле важно. И нам вот эту задачу сохранения и передачи подрастающему поколению наших героев, тех людей, на которых можно равняться. Ведь, понимаете, вот если сейчас, когда иногда даже каждый человек становится плохо, всегда представляешь какого-то героя, которого мы читали в классике, и говоришь, а вот ему же было плохо, он же выдержал, и ты стоишь. Вот сейчас нашей молодежи очень сложно, на мой взгляд, если они не читают нашу классику, вот такие истории сделать. Вот у нас, безусловно, есть целый ряд произведений великих наших классиков. Взять Мустая Карима, да? Они все-таки очень глубоко зашли в сердце нашего народа, в душу нашего народа. И благодаря, что очень важно, экранизации, они стали более доступны. Поэтому вот одна из важных проблем, которая перед нами вместе стоит, это, конечно, экранизация. Это экранизация. Посмотрите, фильм «Сестренка». Теперь о башкирской маленькой истории знает, наверное, не только вся страна, знает весь мир уже. Она с таким прокатом проходит везде. И это очень-очень важно. Ранние произведения, 13-й председатель, он ведь тоже гремел в 70-е, 80-е годы. Это тоже занимал театральные площадки нашей страны. Поэтому все это было, и поэтому одной из задач, которые ставлю я себе, как руководитель, и мы соответствующее и финансирование, и развитие готовы делать, но это от вас тоже зависит, нам нужно двигаться в части экранизации. Вот вы знаете, очень важный момент, который я хотел сказать. Вот работая в Башкортостане, главой республики, я вижу, что очень часто я до людей, вот до огромной массы людей, не могу достучаться со своими идеями и своими планами, и своими достижениями, а может быть и своими какими-то неудачами, не могу до людей достучаться через уже обычную печать. Она очень важна, она нужна, и мы принимаем меры сохранения печатной продукции. Мы не сокращаем газеты нашего района, мы их поддерживаем, хотя с каждым годом их все больше и больше оттесняет интернет, социальные сети. Но я тогда для себя принял решение, что нам сделать. Можно опустить руки и вливать деньги только в развитие печатной продукции, а можно просто взять, встряхнуться и самому пойти туда, где сидят люди. И мы пошли сами, власть пошла в социальные сети. Здесь, на мой взгляд, тоже в некотором смысле аналогичная ситуация. Мы, мне кажется, недооцениваем с вами вместе или нет инструментов, это другой вопрос, о котором вы сегодня скажете, о том, чтобы сделать более удобными сервисы для чтения. Понимаете, раз сейчас ребенок или кто-то, молодой человек, не читает, значит, надо переходить в аудио. Надо создавать платформу, и чтобы у каждого была возможность спокойно в автомобиле или где-то у дороги спокойно любое произведение наших авторов читать. В этой связи, что я попрошу? Я готов выделить грант. У нас грантовая политика очень серьезная, и довольно много мы выделяем на развитие подобных вещей. Даю поручение нашему Министерству коммуникаций и информатизации рассмотреть электронную платформу, на которой бы мы выгружали все, что у нас есть, наше творчество, начиная с произведений уже давно ушедших наших авторов, советского периода и современные. То есть мы должны создать возможность для тех, кто не хочет читать и листать странички, но тем не менее хочет быть приобщенным к этой литературе. Вот такую историю мы с вами должны сделать. Значит, несколько вопросов, связанных с вами, уважаемые коллеги, с писателями. Что волнует, мы немножко собирали информацию. Безусловно, первое – это книгоиздание. Я к вам сегодня пришел с двумя вопросами, которые готов решить. Если вам это интересно, вы поддержите. Первый – безусловно, учитывая то обстоятельство, что
Условно говоря, мы сейчас все с вами находимся на войне, на самой настоящей, на войне за души наших людей, прежде всего за души наших подростков. А я просто не хочу перечислять примеры того, как только мы выпускаем душу подростка, во что эта душа превращается. Она либо становится душой сатаны, либо она вообще уходит туда, куда не нужно. Поэтому вот нам нужно, это идет самая настоящая война, и мы должны здесь побеждать. Поэтому и мы готовы поддержать. Я даю поручение нашему агентству «Печать», прежде всего Азат Шамильевич, он курирует, внести мне предложение в течение недели, проект поручения будет готов, по увеличению финансирования книгоиздания. Вот я вам сегодня объявляю, мы увеличим объемы финансирования книгоиздания. Поэтому таковые возможности у нас есть, будем знать. Это первое, то есть мы увеличиваем поток. Это как в армии. Для того, чтобы победить, нужно увеличить материальный запас. Второе, что очень важно. Безусловно, в ходе процесса книгоиздания по выходу вашей книги вы получаете гонорар. Но мы уже тоже с нашими коллегами посчитали, что, наверное, будет справедливо, и для того, чтобы вас мотивировать и дальше писать, и двигаться, и публиковаться, с учетом, что мы, с одной стороны, увеличиваем размеры финансирования, мы предлагаем 20% от выручки, которую получают за продажу этой книги, соответственно, переводить на ваши счета. Это справедливо, это нормальная, разумная практика. Я полагаю, мы с этим с вами выйдем. Значит, дальше. Мы все-таки сегодня собрали представителей разных культур, разных наций, национальностей пишущих. Конечно, мы говорим о башкирском языке сегодня в первую очередь. Мы национальная республика, и, наверное, о башкирском языке в первую очередь должна думать национальная республика Башкортостан. Здесь очень важное направление, которое мы видим, и, опять же, следуя вашим предложениям, это проблема очевидная перевода. Потому что нам нужен перевод. Нам нужно, чтобы творчество башкирских писателей, поэтов становилось доступным не только русским читателям на русском языке, но и на иностранных, на других языках. Поэтому я предлагаю начало нашей с вами работы учредить гранты. Мы выделяем 3 миллиона рублей гранта. Эта сумма не самая большая, но это уже для работы. То есть, как мне говорили, в целом один перевод стоит что-то около 50 тысяч. То есть, если 3 миллиона поделить вот на 50 тысяч, то довольно уже большое количество произведений мы можем осуществить перевод. Поэтому такую программу принимаем, сегодня решение такое есть, и также закладываем. То есть, это будет помощь вам в переводе, что очень-очень, на мой взгляд, важно. Надеюсь, это тоже сделать. Значит, вот нам действительно, нам очень важно, чтобы на книжных полках появились ваши произведения, с одной стороны. То есть мы пока, потом я чуть позже скажу, а что нам еще нужно сделать. То есть вот количество книг появится, благодаря тем мерам, которые я предлагаю в том числе. А что теперь сделать, чтобы эта книжка с полки была взята, либо куплена, либо в библиотеке взяла, и, соответственно, все эти знания вошли в голову человека. Это вот тоже непростая задача. Нам, безусловно, надо провести переговоры с большими книжными сетями. Безусловно, надо провести. Я такое поручение тоже даю. Мы соберем их, если надо, на моем уровне соберем, Азат Шамильевич, так, надо с ними пригласить их к нам и, соответственно, поговорить об этом. Но для начала разговора, такого серьезного, вернее, мы их пригласим, но мы их еще чем привлечем. У нас родилась идея, когда обсуждали, на мой взгляд, для того, чтобы вот человека, вот за шкирку, образно говоря, взять, прежде всего молодого, привести книги, нам нужно популяризировать книгу. Популяризировать книгу. Один из очень хороших способов популяризации книги является традиционная книжная ярмарка. Я предлагаю учредить ежегодную традиционную книжную ярмарку. И делать ее нам нужно. Знаете, вот, наверное, многие из вас были на книжной ярмарке в Москве. Я в Москве вот пока волей судеб оказался, как только она появлялась, я сбегал с работы и тихонечко ходил. Вот. И я предлагаю тоже такую же масштабную, серьезную. Очень важно выбрать место проведения.
Это может быть либо площадка Ватана, это может быть наша Советская площадь, в которой мы наведем порядок к следующему году. И вот там должно быть событие с перекрытием дорог, с аннотацией, с приглашением издателей. И, конечно, особое значение там должно быть уделяться. Там должны быть чтения, там должны быть беседы, встречи с читателем. Ну, то есть весь инструментарий. Поэтому я полагаю, что это будет такая нужная, хорошая история. Поэтому давайте вот вместе примем решение учредить ежегод. Я от Союза писателей попрошу, чтобы вы изучили этот вопрос и сказали две вещи мне. Первое, когда, в какой период, к чему привязать. Но учитывая, что эта ярмарка, она должна быть, понятно, не в зимнее время, чтобы люди могли приходить и под открытым небом. И второе, ну, привяжите его к чему-то. И второе, конечно, место. Нам бы было важно место, потому что вам самим будет понятно. Поэтому я думаю, что вот нашими такими поэтапными шагами мы будем привлекать и создавать атмосферу вот книгочтения. Знаете, о чем я еще задумался? Опять же, многие из вас были. Одно из моих любимых развлечений в Москве было, честно вот признаюсь, я как-то и говорил, где-то в час ночи собраться и поехать на Тверскую и зайти в книжный магазин. Там единственное, всегда мучились мы парковки, нет, ну и что потом, почему парковка? Потому что я потом оттуда выходил, у меня в руках несколько пакетов книг, некоторые так и лежат, не успеваешь, потому что нет времени читать, но ощущение, что ты зашел. И там есть хорошая литература, там не только вот эти пиф-паф или там какие-то женские слезы, но есть и хорошая литература, хорошая современная литература. Поэтому нам всем вместе надо подумать, где бы сделать. Вот, если можно, есть фотография нашего, вот посмотрите, вот это здание синее, помните, что это здание? Это здание Института глазных болезней. При этом я вам могу сказать, что вот это красивейшее здание находится закрытым, забитым уже на протяжении 6-7 лет. Денег нет, для Института глазных болезней он не нужен и так далее. Значит, я принял решение, это я здание забираю в казну республики, и это здание мы передаем под культурный какой-то центр. Там должен быть литературный салон, там должна быть какая-то, может быть, часть экспозиции нашего Китапа, там должно жить творчество. Поэтому Амина Евгеньевна у нас здесь, мы с ней вкратце переговорили, поэтому я предлагаю вот эту вот историю сделать, чтобы у вас было место, как я читал где-то, что было место Ярослава Гашека, куда он приходил, там в Вене читал за чашкой кофе, или там, в конце концов, «Мастер и Маргарита», если вспомним, Массолит, помните, был? Ну, давайте, ваш солид наш пусть будет, и чтобы вы могли туда приходить, читать, и вот такое культурное место. Поэтому вот мы принимаем такое решение. Это займет время. Планы наши такие, что там нужно проектирование. Мы до где-то 1 мая, вот Амина мне нам поручаем проектирование, то есть надо проектировать вот под те цели, для этого надо опять с Союзом писателей пообщаться. Надо пообщаться с другими творческими союзами, потому что там 824 квадратных метра, все это можно соединить творческую интеллигенцию и там, но литературный салон там точно должен быть. Поэтому мы вот такое решение приняли. Оно идет. Что очень важно? Это библиотеки и библиотечная сеть. Здесь, вот, кстати, нам есть чем похвастаться. Это у нас где, Амина Евгеньевна? Караидель, да? Это вот, пожалуйста, библиотека в Караиделе. Я могу сказать, что у нас, это вот Караидельская библиотека, чтобы вы понимали. У нас в республике 1500 библиотек. Это огромное, это самое большое количество библиотек в Российской Федерации. Они и деньги просят, и вроде так иногда смотришь и пустуют, но тем не менее наша политика библиотеки сохранить. А наша с вами вместе задача сделать, чтобы туда пришли люди. Неважно, и старые, и младые, и так далее. Есть такой проект, который проводит по линии культура России, национальный проект. Мы еще делаем модельные библиотеки. 315 библиотек мы сделали, да? Порядка 50 миллионов вот мы за год на это запустили. У нас с одной, там, Дютюлинской район с библиотекой, настолько там уже технические средства есть, что была видеосвязь с космической станцией. Ну, это уж мы так шутили, что вот такие технические возможности есть. Это вот наша задача. И я прошу вот Союз писателей более активно посмотреть, что там нужно сделать. Почему?
Потому что, вот вы знаете, ничто так не правит голову человека, даже книга там не правит так сильно, или фильм, или что-то еще, или опера в постановке, там, балет и так далее, как личное общение человека. И вот я вас попрошу, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, старшие товарищи многие, вам надо идти к людям. Вам надо идти к людям. Почему я это говорю? Помните, я начал с разговора, что мы построим, мы все сделаем, мы экономику запустили, мы выдержали тяжелейший год. Впереди у нас время побед, я вот по-другому не назову. И рабочие места будут, и очень серьезные экономические проекты, но в головах людей мы ничего не сделаем. И две важные вещи, которые я хотел бы вас спросить, конечно, заниматься. Это наше единство нашего народа, всего многонационального народа, который живет. Мы с вами все вместе, вот вы участники многих этих событий, если открыто говорить, наша республика Башкортостан ведь непростые периоды в этой части прошла. У нас и элита была расколота, у нас и многие недоразумения возникали. На мою долю пришлась история, тяжелейшая история с Куштау, поэтому все это большие раны на душе нашего народа. Эти раны надо лечить и склеивать, чтобы мы все были вместе, независимо. Русский, башкир, татарин, мусульманин, еврей, иудей или там православный и так далее. Вот мы все должны. Поэтому хотели бы вас спросить, чтобы вы все-таки возродили историю, связанную с вашими личными встречами. С вашими личными встречами. Старт этой истории я предлагаю дать со следующего события. Я уже проговорил с Министерством образования, с Азат Шамильевичем. Вы, наверное, прошел большой проект, инициированный администрацией президента России. Марафон знаний. Посмотрели. Я нашел время, сам посмотрел некоторые лекции, но просто голова поворачивается. А потом я подумал, что у нас в республике огромное количество людей, которые точно так же интересно могут рассказать о двух вещах. Первое, о том, некие такие предсказания, что в будущем, и как нам сохранить прошлое. Поэтому прошу в сентябре, это надо посмотреть, либо ко дню знаний, нам надо провести марафон знаний. Посмотрите, как его назвать. И вас прошу, марафон, он и есть марафон, чтобы каждый нашел, что ему интересно. Кому-то может быть интересно, там, какой будет современная там, литература башкирская, а кому-то интересно, какие корабли в космос полетят, кому-то интересно, какие способы там, лечения там, кишечных заболеваний и так далее. То есть мы проведем с вами марафон знаний. И я вместе с Союзом писателей, и самое главное, у меня давно эта идея есть, нам нужно активизировать и поднять значение и роль общества знания. Пока вот особо не шевелимся. Но вот это если мы все обним, а я уверен, что организационно мы сделаем, содержательно вы должны сделать. И когда вы пойдете разговаривать с людьми, мы получим очень позитивный эффект. С одной стороны, позитивный эффект воспитательный, нравственный для наших жителей. С другой стороны, мне кажется, пообщавшись с людьми, вы сами напитаете силы нашего народа и поймете, какие проблемы еще существуют и на что нам нужно обратить внимание. Вот завершая с библиотекой, покажите, пожалуйста, один ролик Евразийской библиотеки. Это вот, секундочку, это вот Аминаевна Сейт, вот посмотрите, Общероссийский день библиотек, грамота. У нас Министерство культуры, а в данном случае получается огромное сообщество библиотекарей, признаются лучшим региональным проектом по возрождению библиотеки. Давайте наших коллег поздравим. Я поясню, что это такое. Это еще не в краске. Это будет очень красиво. Я просто, думаю, раз уж с вами встретился, покажу вам. Это держалось в секрете. Мы вышли с инициативой построить большую евразийскую библиотеку. Она будет супер современная в плане начинки как библиотеки. Но в то же время это будет центр, опять же, вашей встречи, вашего общения, хранения литературы. Это настоящая библиотека. Обратили внимание, мы там нашли неплохое место, такое, сейчас оно заросшее, по сути, бурьяном,
вот между Белым домом и, соответственно, госпиталем ветеранов. Очень красиво будет смотреться с моста. Мы ее визуализировали в виде нашей башкирской юрты, ну, стилизировали. Поэтому вот такая история будет. Проектировать мы начнем в следующем году. Мне один уже сказал: Ради Фаридович, что ж ты картинки показываешь? А я говорю, вот все те картинки, которые я показываю, это будет реальность. Я привык свои слова сдерживать, и это вот точно это будет. А вообще, вот вы знаете, мы все-таки до конца до наших читателей не доводим. Я вот честно признаюсь, сам многого не знаю. Так у меня жизнь сложилась. Там мальчишкой ушел, потом долгое время, значит, в Москве работал и так далее. А я вот Амира Аминева, книга, у него есть повесть «Танкист», я почитал. Это же вообще, я даже не представлял, что так можно писать о войне, да? Мы привыкли, что у нас в Мустай Карим есть. У нас целый кладезь вещей, которые мы не знаем. Вот Кадим Аралбаев мы сегодня награждали, а ведь вот Актырма и вообще забота о нашей экологии, вот, которая сейчас становится вообще очень востребованная история, это, а мы должны людей вот через это воспитывать, через любовь. У многих из вас, уважаемые коллеги, даже перечислять не буду, вот такая тоска есть по сохранению башкирских деревень, вообще нашего села. Я с вами вот абсолютно согласен. Я когда по районам мотаюсь часто, я там в разные деревеньки захожу. Так душа радуется, когда я вижу заборчики покрашенные, там что-то скот в деревне, и хозяйство, и так далее. И душа плачет, как говорится, когда мы видим, что деревня умирает. Но я вам хочу сказать, что для целью нашей политики, управленческой моей команды, сохранение села, это нагрузка на бюджет. Эффективность порой бюджетных средств для сохранения села, она очень низкая. Например, те же деньги, если вбухать там, где живут в городе 100 тысяч человек, чем в деревне или в район, где 18 тысяч, эффективность разная. Но тем не менее мы это делаем сознательно, потому что село у нас должно остаться. Там живут люди, людям там нравится. Часть людей возвращаются. Я с большим удовольствием вижу, как в некоторые села возвращаются люди, но хотя бы там уже на лето даже пока как первый шаг. Но вот это вот очень важная история. Я с вами разделяю, что это наша общая задача. Уважаемые друзья, я вот, наверное, кратко высказал такие некоторые соображения. В завершение что хочу сказать, что все, что я предложил, и по итогам, может быть, какие-то ваши предложения, по итогам ваших встреч сегодня, вчера, мы это проанализируем, проект поручения подготовлю, и уверяю вас, то, о чем мы договариваемся, мы всегда исполняем. Поэтому в этой части у вас переживаний быть не должно. Позвольте мне сегодня от себя лично, от имени моей команды, от имени очень многих людей вас поблагодарить. Слава Богу, что вы у нас есть. Стареете некоторые, поэтому прошу заботиться о здоровье. Мы готовы помогать. Кстати, посмотрите, какие-то есть, если здесь вопросы. Подрастает молодежь, нам тоже нужно подумать, какое подрастающее поколение приходит. Но еще раз говорю, построить-то мы построим, а людей настоящих делать должны вы. Спасибо большое. Зур рахмат. Рахмет, Ради Фарид улы, ысынлап та біздің ядусларды борсоған көп мәсәлеләргә яуаптар бирдегез. Әмма һораудар кәмемәс дип уйлайм. Біздің 1 сәгать эш вакыты калды, хөрмәтле коллегалар. Һорауларны бирү өчен кулыгызны күтәрһәгез, безнең залда микрофондар буласак, һәм беренче итеп һораулы бирергә һәм тәкъдимнәр менән Закир Сланшев ядуслар союзы итәкчесе буларак кисәге көн турында әйтеп үтһәгез һәм әлбәттә микрофон бар. Рахмет егет. Әйтеп үтһәгез. Рахмет егет. Хәерле көн, Ради Фарид улы, Эльвира Ринатовна Зашанилович, хәерле көн, ядуслар барыгызда. Ихлас күңелдән менә ошо дур форумда оештыруга ярдәм итү өчен зур рәхмәт. Чөнки тап менә ошындай форумнарда безнең ядусларның аралашуы гына түгел, сын мәгънәһендә менә әлегә әйтелгән күп әйберләрне без ишетеп кенә түгел, атабан тормышка ашыру. Безнең алда иң зур максаттарның бере яңа герой табу. Тап менә ошо яңа герой ул 21-нче буат ядусы нисегрәк иҗат итәргә тиеш, нисегрәк булырга тиеш. Ошо хакта аерым майданчыктарда һөйләшелде. Һәм менә безнең килгән спикерлар бuna мынсыган итеп аралаштылар Мәскәүдән.
Санкт-Петербургтан, Ярославльдан, Махачкала һәм башка калалардан килгән кешеләр белән. Менә шуның өчен иң беренче зур рәхмәт һәм бөтен иҗатчыларга менә шундай форумда катнашып, безнең күзгә-күз карап һөйләшеп, үзегезнең булган проблемаларга да әйтеп һәм иң беренче артабан менә шул очрашуларда ла безнең халкыбыз белән, безнең республикабыз белән бергә булуыгыз өчен зур рәхмәтемне белдерәм.